сегодня волнует, это вопросы изменений в 10-ю статью Конституции Украины, внесение поправок. Вот как вы относитесь к созданию Крымско-Татарской национальной территориальной автономии? Готовы ли вы поддержать? На территории Крыма или где? Да, Юра, как здесь, вы? сейчас. Во что она должна вылиться? Что вы подразумеваете под вот этой автономией? Ну, то есть у меня вопрос, я понимаю, что... Ну, вы слышали вообще о идее создания Крымско-Татарской? Я слышал, просто... Ну да, ну вот что вы думаете? Мне просто интересна ваша позиция. Ну вот вы слышали. Она, скажем так, она у меня неоднозначная, потому что, с одной стороны, у нас есть опыт 2014 года попыток, скажем так, условного самоопределения террористических организаций, да, которые, я имею в виду ЛНР, ДНР и все остальное. С другой стороны, я понимаю, что крымско-татарский народ абсолютно имеет право на собственное, ну, скажем так, самоопределение, не самоопределение, а вот автономию, да, как Но это речь называется. идет о создании Крымско-Татарской национальной автономии в составе Украины. Конечно, это не идет речь, да, там об отделении или что-то. Крымские татары свое будущее видят исключительно в составе Украины. И это я уже об этом говорил. В 2014 году вы абсолютно четко показали свою позицию. Я абсолютно понимаю, что в местах компактного проселения, ну вот это был Крым, да, необходимо создавать все условия, там, школы, да, с изучением крымско-татарского языка, культурные учреждения. Ну, то есть вот я правильно понимаю, что именно это является основной задачей вот этой вот... Ну, в первую очередь, крымские татары — это коренной народ, вы знаете, да? Да, конечно. Коренной народ Крыма, который имеет право свое на самоопределение, ну и, конечно же, представление крымских татар во власти. Конечно, конечно. Самоопределение в рамках государства Украины. Конечно, конечно. Ну, в составе Украины Крымско-Татарской национальной территориальной... Основной посыл, который нужно... Да, крымские татары видят свое будущее исключительно в составе Украины, и в составе Украины они хотят реализации своих прав на самоопределение. Да, абсолютно правильно. Ну, то есть мне вот здесь, интересна ваша позиция. Вот здесь я о чем говорю, что эти права должны быть соблюдены, должны быть реализованы на самом деле. То есть вот опять-таки, если мы раскладываем эти права на там какие-то конкретные вещи, да, это сохранение культуры, это школы с крымско-татарским, с изучением крымско-татарского или на крымско-татарском языке. То есть вот эти вот все составляющие, я абсолютно четко понимаю, что они должны быть представлены. Да, я просто вот хочу вам сказать, да, чтобы вы тоже поняли, крымско-татарская автономия, вот когда речь идет, это не Крым, да, который сейчас есть, не тот Крым, который был после провозглашения независимости Украины, автономная республика Крым, в котором был особый статус Севастополя, да, в котором располагался Черноморский флот Российской Федерации, в результате чего случилась, в принципе, оккупация Крыма. А это крымско-татарская национально-территориальная автономия не без всякого там Черноморского флота, без всякого влияния русских в составе Украины. Вы как-то это определяете территориально? Или это вот просто де юре на создание? Я просто не совсем сейчас понимаю, не совсем в этой теме, но хочу просто более четко Да, понять. но мне кажется, что вот в парламенте же есть представители крымско-татарского народа, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров, и вам было бы, наверное, вот, потому что в любом случае крымским татарам в этом случае слуга народа, мы видим монобольшинство в парламенте, и важна поддержка в случае принятия изменений слуги народа. И если вам действительно вы хотите понять, что это такое, мне кажется, вот вам нужно проявить в том числе инициативу и пообщаться с народными депутатами, именно крымскими татарами, которые бы вам это все донесли правильно.